Кабул. Не менее 14 гражданских лиц убиты в ходе ночного нападения талибов на гостевой дом, где должен был выступать популярный афганский музыкант. По словам официального представителя ООН, среди погибших в отеле «Парк Палас» 5 афганцев и 9 иностранцев. В ходе осады, продолжавшейся несколько часов, афганские вооруженные силы спасли 54 гостя, включая 45 иностранцев. Карачи. Сотни людей выстроились вдоль улиц в день национального траура по 43 членам секты шиитского меньшинства, убитых боевиками, связанными с исламским государством. Жертвы принадлежали к исмаилитской секте мусульман-шиитов, называющей своим духовным лидером Ага-хана. В Белграде демонстранты выступили против решения суда, пересмотревшего вердикт 1946 года в отношении командира четников, сербских националистов, боровшихся против партизан-коммунистов Иосипа Броз Тита. Генерал Драголюб Дража Михайлович был казнен после постановления коммунистического суда за сотрудничество с нацистами в ходе Второй мировой войны. Судьба Михайловича, однако, вызывала в Сербии разногласия в течение нескольких десятилетий. Сербские националисты называют его героем, казненным по политическим мотивам. А по мнению демонстрантов-антифашистов, он военный преступник и несет ответственность за зверство против мусульман, хорватов и других. Поэтому его не пустили, потому что страшно его. В Бишкеке 5 прокремлевских протестующих потребовали защиты русского языка. По их мнению, киргизскому языку не следует давать более высокий статус в Киргизстане, нежели русскому. Они также заявили, что русский язык является общим языком Евразийского экономического союза, к которому присоединился и Киргизстан. Русский официальный язык в Киргизстане, на нем говорят около 12% населения. Вот 4 закона, которые делают невозможным использование русского языка. Тбилиси. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили приветствовал делегатов ежегодного собрания Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития. Перед лицом 1500 бизнес-лидеров со всего мира и делегатов из более чем 60 стран мира Гарибашвили рассказал о грузинских инвестиционных возможностях. Помимо основной программы, зарубежные гости наблюдали за битвой на мечах, выступлениями танцоров и музыкантов, представляющих народные и культурные традиции.